До недавних пор робототехника и остальной мир развивались параллельно. Однако зря человечество недооценило возможности искусственного интеллекта. Сейчас роботы – это то, без чего не обходится наша с вами повседневная жизнь. Они значительно упрощают выполнение нудных бытовых задач, помогают вовремя вспомнить о важных делах и даже способны контролировать ситуацию дома, пока нас нет. И то, что я назвал, это всего лишь малая часть возможностей виртуальных умов. Но факт того, что умные машины так активно внедряются в нашу жизнь, устраивают не всех. А что ты думаешь о таком прорыве? Но пока ты складываешь все «за» и «против», я покажу тебе крутую подборку роботов, которая тебя точно впечатлит. Вещает, как обычно, бессмертный ведущий Антон. И я приветствую тебя на моем канале. И обязательно смотри видео до конца, там мы разыграем 500 рублей. Ну все, погнали. Эта громила точно сломает ваше представление о том, что робот – это говорящая лиса или маленький питомец на пульте управления. Он обязательно должен понравиться всем любителям фильма «Трансформеры», и сейчас вы узнаете почему. Представляю к вашему вниманию огромного представителя машин Mark II, или же просто МК. Конечно, к искусственному интеллекту этот робот не имеет никакого отношения, ведь по сути он целиком и полностью управляется человеком, сидящим внутри оборудованной кабины. Но огромные габариты, пушка и весь внешний вид не мог не привлечь внимание общественности. Эта машина смогла дать бой японскому Куратос. Битва оказалась не для слабонервных. Но это все шутки, ведь что один, что другой – это чудо в создании робототехники. Их вес превышает 5 тонн, а это не говоря уже о габаритах. МК может совершать несложные движения, такие как подъем туловища или же рук, повороты и стрельба из пушки. Да, он действительно стреляет пейнтбольными ядрами. Если вы знакомы с игрой Anthem, то наверняка сразу узнаете эту модель робота. Но если же нет, то с большим восторгом хочу вам показать одного из джавелинов игры – Колосса. Колосс – это самый большой джавелин из четверки. Это боевая машина, созданная для уничтожения при помощи своего тяжелого вооружения, огнемета и переносной артиллерии. Но это имеет отношение лишь к игре. Для того, чтобы джавелин был не только красив внешне, но еще мог совершать различные движения, каждый этап его создания человек проверял лично. Причем в прямом смысле он примерял на себе все его элементы – ноги, руки, туловище. Вы только представьте, какая огромная работа была проделана этой командой. На счету Henchman Studios немало удачных косплеев известных игр, в том числе и линейка джавелинов из Anthem, которые вышли настолько приближенными к игровым персонажам, что аж дух захватывает. С виду так сразу и не понять, что это за неопознанный объект и что он из себя представляет. Но это 5-метровый экзоскелет Prosthesis, созданный для гонок американским инженером Джонатаном Типпетом. Не знаю, как вас, но меня эта штука определенно пугает. Сразу вспоминается какой-нибудь страшный аттракцион или вроде того. В любом случае, я уверен, укачать на нем может знатно. На начальных этапах Prosthesis создавался как подвижный арт-объект, но потом пришла идея создать настоящего монстра для гонок. Максимальный показатель его скорости достигал 30 км в час. Ни много ни мало, но для первого в своем роде огромного гоночного робота солидно. Этот робот полностью управляется движениями человека, находящегося внутри него. В будущем планируется оснастить его всем необходимым, чтобы снизить зависимость от этого фактора. Не такой большой, как предыдущий кандидат, но не менее интересный Titan the Robot. Он создан британской компанией Cyberstein Robots Ltd. в 2004 году по дизайну Ника Филдинга. Ник 8 лет жил мечтой создать своего механического друга. И вот мы с вами можем любоваться его видом. Этот робот издает различные звуки, умеет говорить, при этом правдоподобно открывая рот. Также он имеет еще немало интересных фишек и приколов, вроде смешных фраз или анимаций. В общем, это отличное развлечение для публики. Кроме того, Титан не может не привлечь внимание своей яркой синей подсветкой, моргающими глазами и крутым строением. Ребята постарались на славу. Landwalker – это первый двухногий робот-экзоскелет высотой 3,4 метра, длиной 2,4 метра и шириной 1,65 метра, созданный инженером Кикай Сакакибара. Ходок, как его называют в общественности, весит ровно 1 тонну. Со стороны может показаться, что он ходит, но на самом же деле просто перемещается на маленьких колесах, расположенных под его ногами. Получается какой-то не ходок, а каток. Но это не важно. Из интересных фишек Landwalker может выделить то, что он имеет 2 пушки, из которых может пуляться резиновыми шариками. Смотря на него, многие в интернете задаются логичным вопросом: а для чего робот был создан? Некоторые даже подшучивают на эту тему. Вот вам пример одного из комментариев. Абсолютно бесполезный робот. Но тем не менее, если бы у меня были лишние деньги, я бы купил штук 12. Не знаю уж, что им не понравилось и почему столько вопросов к бедному роботу. Как по мне, в первую очередь стоит оценивать труд человека и то, насколько идея удалась. Проект работает, не сдает позиции, а применение ему найти уже не так сложно.
Хотели интересно провести время? А как вам прогулка на Walking Beast? Walking Beast – это большой робот-паук, способный вместить в себя до 5 человек. Конечно, ветерка вы тут не ощутите, ведь передвигается он, мягко говоря, неторопливо, но зато незабываемые впечатления от прогулки точно обеспечены. Во время движения робот как бы перебирает лапками, за счет чего совершает движение. Смотрится это прикольно, сразу становится интересно, каково посетителям внутри него. Как идея для развлечения и необычного времяпрепровождения, механизм очень даже ничего. А что вы думаете о таком пауке? Хотели бы прокатиться? Так, чем же нас еще могут удивить? Это Kabotom RX-03, японский робот-жук. Необычный 11-метровый жук может довольно-таки быстро перемещаться на своих 6 и даже выдувать пар из верхней части, имитирующий нос. Его движения действительно схожи с повадками настоящего жука, что придает роботу еще большего эффекта. Механизмы, копирующие жуков, огромные машины, пауки, даже боюсь представить, что нас ожидает дальше. Ну а куда уж без него? Фанаты Мстителей сейчас точно будут в восторге. Прошу любить и жаловать. Халкбастер. Какой же он классный, когда размером с человеческий рост, а то и выше него. Халкбастер не умеет совершать какие-либо сложные действия, вроде перемещения или поворотов, но при этом может двигать своими огромными руками и даже кое-как поднимать различные тяжести. Да и на самом деле такому экспонату даже не обязательно что-то уметь, он и без того является очень крутым. И этого еще не видели его с подсветкой во всей красе. Ой, забыл еще добавить такую маленькую деталь. К одной из его рук лучше не подходить. Поджарить может очень серьезно, ведь по нажатию кнопки из нее действительно исходит настоящий огонь. Представь, что ты идешь такой одним прекрасным утром на работу или в школу и видишь на улице робота, который спокойно перемещается, параллельно издавая различные непонятные звуки. Какова была бы твоя реакция? Сложно, наверное, представить на себе, но вот некоторым людям действительно удалось застать такую вот большую машину своими глазами. Это огроменный робот Rampage, который может спокойно ходить, поднимать и опускать руки, поворачивать туловище, да и весь он к тому же красиво светится. Но жать ему руку я бы не стал, а то на одной из них есть какая-то непонятная вертушка. Мало ли что. Сейчас я покажу тебе еще одну очень интересную вещицу. Это робот-кенгуру. Первоклассные механизмы обеспечивают ему отличную амортизацию во время прыжков, делая их плавными и легкими. Управляется такое чудо дистанционно при помощи специального браслета. Достаточно лишь взмахнуть рукой, дав тем самым некую команду, и робот уже начнет выполнять ваш приказ. Со стороны все это дело выглядит очень необычно и завораживающе. Здорово так понаблюдать за ним со стороны, но, конечно, хотелось бы испытать самому. Многие люди не любят змей, но что вы скажете, если змея была бы роботом и управляла с человеком? Согласитесь, уже совсем не так страшно, ведь ты уверен в том, что тебя никто не укусит. Да и это животное начинает казаться довольно-таки интересным. Сам по себе робот очень крутой. Здорово сделан механизм в хвостовой части, выглядит очень правдоподобно. Если замаскировать такого под настоящую змею, то ты точно не позавидуешь людям, увидевшим его впервые. Думаю, не стоит быстро отходить от всех тех животных, которые вселяют ужас в находящихся рядом людей. Пришло время показать вам кое-что еще. Это робот-паук, который выглядит ну просто бомбически. У такого малыша встроено по несколько датчиков в одной лапке, из-за чего каждое движение максимально похоже на настоящее действие пауков. Передвигается он тоже потрясно, различно приседает, поднимается и все такое. В общем, это трудно описать словами, нужно все видеть своими глазами. Если найти что-то похожее в интернете, можно, кстати, нехило так пранкануть своих друзей. Уверен, все те, кто не знают о таком механизме, наверняка сильно испугаются. Наверняка большинство людей, смотрящих фантастику, ловили себя на мысли, что подобные чудо-механизмы человечество не скоро сможет воплотить в жизнь. Так вот, я спешу подарить надежду таким мечтателям. Все намного ближе, чем вы думаете, и этот робот из фильма «Трансформеры» тому наглядный пример. Все мы помним, как клево роботы из трансформеров превращались в машины и обратно. Этот друг может повторить подобное превращение прямо на ваших глазах. Со стороны может показаться, что стоит обычная, ничем не примечательная старенькая машина, но тут вдруг издаются громкие звуки и происходит чудо. Вы лучше сами посмотрите. Дикая природа прекрасна, но по понятным причинам люди боятся контактировать с такими животными. Кто знает, что у них на уме, ведь они, может быть, никогда раньше не видели человека. С этой проблемой нам может помочь такой вот робот. Это копия Скорпиона, которая наделена множеством самых различных схем и датчиков, обеспечивающих, так сказать, полное погружение в знакомство со зверьком. Даже когда вы захотите его погладить, робот будто пригнется от ощущения вашего прикосновения. Все продумано до самых мельчайших деталей. Очень крутой робот, стоящий вашего внимания. Что еще сказать?
Помните легендарный мультик «Валли»? Ну конечно, как этого красавчика вообще можно забыть? Этот милейший робот чистил нашу планету от гор мусора, которые оставляли после себя улетевшие в космос люди. Но в наше время люди не смогли остаться в стороне и создали его точную копию, которой можно поуправлять, да и просто полюбоваться. Выглядит очень правдоподобно, будто ты находишься в самом мультике. У робота множество новейших механизмов и датчиков, отображающих всякие полезные значения. Выглядит такое произведение очень цельно и привлекательно. Каждый ребенок, да думаю и взрослый, были бы в восторге, увидев его. Фанаты фильма «Трансформеры» заходят все дальше, придумывая всякие конструкции, повторяющие основную суть фильма. Так одни умельцы решили создать своего собственного робота, умеющего превращаться, но сделали они не обычную маленькую машинку, а такую, которая даже может ездить. Да, пускай она катается только на пульте управления, но зато размерами полностью соответствует реальной легковой машине. Со стороны вы вряд ли отличите ее от стоящих рядом собратьев. Но вот во время превращения она уж точно сумеет выделиться из толпы и поразить всех окружающих. Вы только зацените это превращение. Как по мне, очень здорово. А следующий робот, которого я вам покажу, симулирует настоящую собаку. Управлять таким чудом можно дистанционно, причем датчики вместо нахождения лица и специальная камера с легкостью обнаруживают настоящих людей, выводя их на дисплей управляющего. Повадки робота, кстати, очень похожи на действия настоящей собаки. Действия крайне плавные и аккуратные. Любому ребенку будет интересно понаблюдать за роботом со стороны, а взрослым же поуправлять им. Лапки тоже довольно-таки прочные, поэтому переживать об его сохранности не стоит. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 500 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Но в прошлом конкурсе победил Олег Губов. Друг, я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Но вам, ребят, удачи и всем пока.